Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И в начале выпуска вкратце основные темы. За год 1 миллион 150 тысяч дел и материалов. В отличие от прошлых лет, показатели увеличились по всем видам судопроизводства. Об итогах работы в прошлом и задачах на текущий год для судов общей юрисдикции республики. Салават Мухаммадуллян. Много вопросов, много дискуссий. Вот это все демократически, я считаю, правильно. Что сегодня происходило в Госсовете, расскажет Дмитрий Аренин. И себе, и людям. Сегодня автоматика регистрируется более 86% от общего количества нарушений военной госавтоинспекции. Как татарстанский опыт организации безопасности движения будут использовать в других регионах страны, расскажет Рамиль Шайдуллин. Нападение при исполнении. Самостоятельно бы уже из клыков не выпустила бы ни куртку, ни одежду. Почему в Татарстане нарушители порядка натравливают собак на полицейских, разбиралась Наталья Мизина. 1 миллион 150 тысяч дел и материалов. В 2020 году нагрузка на суды Татарстана выросла на 21%. Сегодня судейский корпус республики подвел итоги работы. Рустам Минниханов отметил гуманный и социально ориентированный подход судей при рассмотрении дел по кредитам. Кто призвал служителей Фемиды быть внимательнее при избрании мер пресечения, как пандемия повлияла на судейскую систему и куда переезжает Советский районный суд, расскажет Салават Мухаммадуллян. Как условия? Все хорошо? 30 новых залов заседаний, архив на 300 тысяч дел и система электронной архивации. Это новое здание Советского районного суда Казани. Его построили всего за год. Теперь вместо коридоров жилого дома и бывшего детского садика отдельный пятиэтажный дом. Вот как надо все-таки организовывать работу судейского сообщества. Поставив в пример новое здание, Рустам Минниханов передает слово председателю Верховного суда республики. Уже который год подряд он начинает свое выступление с того, что нагрузка на судей растет. В отличие от прошлых лет, показатели увеличились по всем видам судопроизводства. В уголовном и гражданском на 5%, в административном на 35%, по делам об административных правонарушениях на 63%. Служебная нагрузка районных судей достигла максимума и составила 108 дел и материалов в месяц. В 2020-м в 10 раз выросло количество административных дел в районных судах. Это связано с пандемией. В общей сложности по ковидным правонарушениям взыскано штрафов на 214 миллионов рублей. В этом году впервые с 2016 года в республике был вынесен пожизненный приговор. Его получил Айнур Харисов, который жестоко убил свою жену, двухлетнего ребенка и пасынка. Эта история из Менделеевска в декабре 2019 года прогремела на всю страну. Мужчина из-за ревности зарезал свою семью. Спасся только 12-летний сын убийцы. Мальчик успел выпрыгнуть через окно. Он добежал до ближайшей пекарни. Обвиняемый получил максимальное наказание. Верховным судом одному лицу было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы за совершение с особой жестокостью убийства 3 лиц, один из которых малолетний ребенок, и покушение на убийство несовершеннолетнего лица. Дело рассматривал руководитель уголовной коллегии Максим Владимирович Беляев. Тенденции прошлого года: условно осудили 32%, лишили свободы 29%, обязательные работы получили 17% осужденных. Дел с наказанием принудительной работы увеличились почти в 4 раза. Каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Российские суды в непростой год избрали для себя программу «Максимум», отмечал Владимир Путин на встрече с судьями в начале февраля. Несмотря на высокую нагрузку, качество правосудия в республике остается на высоком уровне, подчеркнул сегодня председатель 6-го Кассационного суда Александр Ефанов. Однако есть моменты, где можно подтянуться. При проверке избрания мер заключения под стражу будьте добры, выполняйте требования закона и постановления пленума. Мотивируйте
чтобы это не было просто переписывать постановление следователя. Среди задач на текущий год – качественное взаимодействие звеньев судебной системы и использование новых стандартов в работе. 2020 показал, что судебная система может оперативно реагировать на серьезные вызовы, подытожил президент. Падение платежеспособности населения вызвало рост количества дел по взысканию с граждан кредитной задолженности. При таких обстоятельствах стоит отметить гуманный и социально ориентированный подход судов к рассмотрению этих дел. Размер неустойки снижался до минимального уровня. Рустам Минниханов отметил, чтобы поддержать судебную систему в республике, в ближайшие 3 года капитально отремонтируют 10 зданий мировых судей. Уже увеличен штат аппарата мировых судей. Салават Нухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Жить можно. Верховный суд республики удовлетворил исковое заявление одного из жителей села Шугурово Лениногорского района. Теперь дом можно оформить в собственность. Мы рассказывали об этой истории, когда дома шугуровцев неожиданно для них попали практически в зону отчуждения. Строить там можно, а вот зарегистрировать собственность нет. Все из-за расположенного рядом газопровода. Он был построен еще в 80-е, и тогда допускалось строить дома на расстоянии 500 метров от него. Так продолжалось вплоть до 2019 года, когда газопровод поставили на кадастровый учет, и защитная зона увеличилась до 2 километров. Жители, которые даже не могли прописаться в своих домах, обратились в суд, и сегодня Верховный суд иск удовлетворил. Первая в этом году сессия Госсовета получилась насыщенной по содержанию и богатой на дискуссии. Депутаты выслушали доклады главы МВД Татарстана и уполномоченного по правам человека. Также после продолжительных обсуждений внесли изменения в закон о митингах и избирательный кодекс республики. Для последнего КП РФ предложила 80 поправок, которые в итоге были отклонены. Почему? За ходом всех дискуссий следил Дмитрий Аринин. Осложнение оперативной обстановки не допущено, при этом по многим приоритетным направлениям мы смогли существенно продвинуться вперед. Артем Хохорин доложил, в приоритете полиции пресечение попыток активизации ОПГ, в том числе молодежных. Обострилась проблема интернет-преступлений, когда средства похищают, используя мобильные технологии. Так за год мошенники получили от татарстанцев 1 миллиард рублей. В нашем распоряжении имеется достаточный арсенал, позволяющий раскрывать такие преступления. При совершении дистанционных хищений преступники, как правило, используют обезличенные сим-карты, которые приобретаются за определенное вознаграждение физических лиц. Здесь тоже возможно решение, это внесение изменения в Кодекс административных правонарушений Российской Федерации в части ужесточения. Одна из самых бурных дискуссий развернулась по изменениям республиканского закона о митингах. К нему в русле федеральных новаций предложили ряд поправок. Для согласования митингов организаторам нужно будет подавать банковские реквизиты и обеспечить соблюдение санитарных норм. Дополнительно необходимо указывать сведения о формах и методах организации санитарного обслуживания при проведении публичного мероприятия, а также при проведении мероприятия с участием более 500 человек, реквизиты банковского счета организатора. С такими изменениями не согласились в КПРФ. Реквизиты банковского счета организатора. Есть же закон о персональных данных? Есть. Этот человек должен писать все, отдать в исполком, там столько еще по инстанциям они ходят, подписывают, переписывают. В «Единой России» отметили, законопроект носит технический характер и будет способствовать большему порядку. Коллеги, здесь меньше политики, здесь больше порядка. А за порядок, мне кажется, надо всегда голосовать. Поэтому я поддерживаю. В итоге большинством голосов законопроект был принят. Санитарное обслуживание тех, кто может замерзнуть на зимнем митинге или еще кому-то плохо стало в условиях проведения каких-то мероприятий. Их поддержать, их жизнь спасти. Вот это все демократически, я считаю, правильно. Еще большую полемику вызвали изменения в избирательный кодекс республики. КПРФ предлагала внести 80 поправок. В частности, коммунисты выступали против многодневного голосования. Когда мы с вами вводим многодневное голосование, говоря теперь уже, что не безопасность даже, а удобно. Удобно людям оказалось 3 дня. То, извините меня, кому-то удобнее, может быть, и по телефону проголосовать, и еще как-то. Вот Артем очень эмоциональный человек. Хорошо ко мне пришел, вот в театре поработал, было бы хорошо. Но я считаю, что это абсолютная демагогия. Если для людей это удобно, то почему нет? Законодатель закладывает возможность
Увеличение количества дней, исходя из той ситуации, эпидемиологической ситуации, которая будет складываться в нашей стране. Это не решение вопроса о назначении многодневного голосования. Такое решение принимается спустя 10 дней с момента принятия закона об объявлении выборов. В итоге большинством голосов депутаты внесли изменения в избирательный кодекс республики, отклонив все поправки КПРФ и одну ЛДПР. Без полемики и почти без вопросов депутаты сегодня заслушали отчет о работе за год уполномоченного по правам человека. С Ильей Сабурской поступило более 5000 обращений. Как следует из доклада, в год пандемии почти половина обращений уполномоченному касалась социальных прав. Впервые за несколько лет на первое место вышли вопросы социального обеспечения. Тема ЖКХ отошла на второй план. Также татарстанцы стали чаще обращаться по поводу работы медучреждений, писали в Народный контроль. Проводилась аналитическая работа по выявлению тех организаций, в отношении которых систем поступили обращения. И совместно с Министерством здравоохранения, с специалистами, ответственными за работу Народный контроль, реализовывались данные вопросы. На повестке дня сегодня было более 30 вопросов. Также депутаты, выслушав мнение непарламентских партий, приняли в первом чтении закон о развитии производства органической продукции. Документ призван стимулировать производство экологически чистых продуктов. Дмитрий Алинин, Вадим Маларионов, ТНВ, Казань. В Мензелинске мужчина натравил алабая на полицейского. С непростой ситуацией столкнулись инспекторы по делам несовершеннолетних, прибывшие на вызов. Жительница Мензелинска пожаловалась на пьяного мужа, а в доме находилось 3 детей. На просьбу сотрудников объяснить ситуацию хозяин дома натравил свою собаку на полицейских. Наталья Мезина продолжит тему. Собака самостоятельно бы уже из клыков не выпустила бы ни куртку, ни одежду. Алсу Мардамшиной тяжело вспоминать события понедельника. В тот день на телефон полиции поступил звонок от жительницы Мензелинска. Женщина пожаловалась на агрессивное поведение пьяного мужа. К тому же дома находились 3 детей. Нарушителем порядка стал 32-летний Рустам Шакиров. Уже на месте инспекторы попытались утихомирить мужчину. В ответ хозяин пригрозил спустить свою собаку на сотрудников. Я шел впереди, инспектор ПДН шла сзади вместе с хозяйкой. Увидев нас, хозяин дома натравил на нас собаку словами «Дикий, взять фас», и собака побежала в нашу сторону. Команды ФАС было достаточно, чтобы алабай набросился на сотрудницу полиции. Это было шоком. Изначально шок был, что собаку натравили. Собака была не маленькой породы, а большая собака. Если бы не хозяйка дома, последствия могли бы быть более серьезными, говорит Алсу Мардамшина. Супруга Дебашира оттащила и заперла алабая в вольере. По данным полиции, Рустам Шакиров часто устраивал скандалы на глазах у маленьких детей. Семья и так состояла на учете. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По статье применения насилия в отношении представителей власти проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Такое преступление грозит штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 5 лет. Такой случай не первый в Татарстане. Лишенный прав мужчина пытался скрыться от экипажа ГИБДД. Желая помочь мужу, жена натравила на инспекторов собаку. Тогда сотрудник полиции отделался травмами, а женщину осудили на 3 года условно. Наталья Мизна, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Татарстан. Подтверждено 3 случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. Это 82-летний мужчина и женщины 63 и 85 лет. Зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19. 26 человек госпитализированы, 34 получают лечение на дому. Большинству заболевших от 30 до 50 лет. В России за сутки выявлено почти 13,5 тысяч новых заболевших. Вакцины от коронавируса в Татарстане привились уже более 61 тысячи человек. Вторую дозу получили более 10 тысяч. Сначала в регионах, потом по всей стране. В Казани сегодня прошло заседание рабочей группы по внедрению интеллектуальных транспортных систем на дорогах. Эти программы позволяют регулировать и прогнозировать транспортные потоки. Масштабная работа проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Татарстан – один из первых регионов, где внедрили интеллект в транспортную систему. Новые разработки позволят объединить все российские транспортные артерии в одну базу управления. Сделать
сделать движение безопаснее, пробки реже, а наблюдение за дорогами технологичнее. В стране готовят прорыв, для чего изучают передовой опыт регионов, чтобы объединить самые эффективные транспортные технологии. Это системы, которые позволяют оптимизировать движение транспортных средств по улично-дорожной сети крупнейших агломераций и автомобильных дорог федерального и регионального значения. Глобальную идею воплотят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Мы в республике очень активно этим занимаемся. Здесь не просто достигнуть качества нормативного состояния дорог, но еще и внедрить интеллектуальные транспортные системы. Шаги к ее реализации обсуждают сегодня на заседании рабочей группы. В первую очередь для безопасности наших граждан, для сохранения их жизни и здоровья, но и в вторую очередь это качество, соответственно, это комфорт и понимание того, что гражданин всегда сможет доехать из точки А в точку Б с максимально комфортными условиями. Пока более чем за 5 миллиардов рублей систему внедрят в городах 22 субъектов. Затем будут развивать в масштабах всей страны. Татарстан, как один из первопроходцев, делится своим опытом. В нашей республике за транспортным потоком на трассах наблюдают через камеры почти 13 лет. К сожалению, отсутствовала единая федеральная структура или рабочая группа, которая бы координировала подходы, регионы действовали разобщенно. Сегодня ситуация принципиально изменилась. В республике камеры на дорогах стоят с 2008 года. И да, главное их назначение – следить за порядком движения и соблюдением правил ПДД. К слову, с этим они справляются вполне успешно. Более 86% всех нарушений фиксируется именно так. С первых дней интеллектуальная система активно развивается в Казани. И сегодня камеры уже не просто видят скорость и номера машин, но даже прогнозируют дорожные ситуации. Как отметили на заседании, главная проблема в том, что пока все они работают разрозненно. Задача национального проекта – отладить и объединить их в одну федеральную сеть. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Парки, набережные, 320 ступеней. Какие города и районы получат 500 миллиарда на городскую среду? Читайте в интернет-газете «Реальное время». На КамАЗе состоялась премьера сериала «Мастер». Это пока предпремьерный показ первой серии проекта, основанного на реальной истории нашей гоночной команды. Где еще такое увидишь? Чтобы никого не отрывать от производства, трибуны возвели у главного конвейера с завода и установили мобильную сцену с экраном. На презентацию приехал продюсер фильма Федор Бондарчук. Почему он первым делом отправился не на сцену, а в сборочный цех? И как прошла сама презентация фильма, расскажет Илья Хайрудинова. Вы сейчас QR-код будете? Да-да-да. Когда еще можно увидеть сердце КамАЗа? Такую возможность Федор Бондарчук не упускает. Правда, сам остается в роли наблюдателя, почти как на съемочной площадке. Станки доверяет актерам. Там надо просто попасть. Ой, спасибо большое. Спасибо. Шли к производству и к началу съемочного периода почти 5 лет, поэтому у меня была возможность, у нас была возможность и быть, и побывать на заводе, и работать со сценаристами, вместе с сценаристами, и консультантами, с теми, кто живет, работает и создает эти машины, а потом на них выигрывает. Несколько сотен метров отделяют команду КамАЗ. Мастер от победы. Снимали в заводских цехах, астраханских степях, в Казахстане. 5 месяцев творческий коллектив фильма «Мастер» работал бок о бок с профессиональными гонщиками. Актерам пришлось вжиться в роль покорителей Аравийской пустыни, в тех, кто не оставляет соперникам ни единого шанса в многодневных ралли. Команда «КамАЗ-Мастер» уже 18-кратный победитель Дакара. Мы действительно подошли к этому делу с огромной ответственностью, потому что снимали про что-то настоящее, и хотелось именно быть, а не казаться, и не уходить от этого настоящего. Насекомые, которые было в пустыне, просто невероятное количество, которые садились на лицо, на все тело во время съемок, во время мотора, во время дублей. Приходилось переснимать дубли из-за этого. Ну, добро пожаловать. Ну, если мы шелковый путь проходим. На показе зрители увидели первую серию, всего их 8. По сценарию главный герой, бывший пилот КамАЗа, уволенный за нарушение командной этики, пытается вернуться в состав. Ему предстоит заново завоевать уважение товарищей. С первых дней работы я с командой. И могу сегодня сказать, что это лучшая профессиональная заводская команда в ралли-рейдах в мире. Мы понимаем, что вот этот автомобиль, спортивный КамАЗ,
прокладывает, пробивает дороги, пути тем автомобилям, которые сходят с нашего конвейера, на котором мы сейчас с вами все находимся. Я-то думал, тут гонщиков крутых готовят. Да что ты? Ты сначала шоферюгой простым стань. Главный спортивный сериал этого года будет доступен зрителям уже сегодня. Алия Хайрудинова, ТНВ, Набережные Челны. И в 96 лет его сила духа и любовь к родине восхищают. Знаменитый ветеран-десантник, самый возрастной действующий парашютист страны, участник Великой Отечественной войны Павел Клетнев сегодня рассказал о своем боевом опыте студентам Лаишевского техникума. Встреча прошла в преддверии Дня защитника Отечества. Как закаляется боевой солдатский дух и в чем секрет долголетия Павла Клетнева? Ответы на эти вопросы искала Наталья Мизина. Пусть не просто даются эти 3 ступеньки на сцену, но он переполнен радостью и желанием делиться, любовью к жизни и своей стране. Любите свой народ! Берегите нашу Родину! Павел Кузьмич – человек-легенда. Освобождал Ленинград, воевал в Белоруссии и Венгрии. День Победы встретил в Чехословакии. А в 1994 году, в канун Дня Победы, совершил свой очередной прыжок с парашютом. Я никакие рекорды не ставлю. Я любитель. По дыму на 4 километра вытолкнуть себя. Я лечу, вот, и все. Только из Лаишевского района на фронт в годы войны ушли 17 тысяч человек, вернулись 5 тысяч. И с каждым годом свидетелей тех страшных лет становится все меньше. Наше поколение может рассказать детям или юношам, студентам о войне, ужасах войны. Но когда это говорит сам участник войны, кто это прошел, кто это все это видел, это другое дело, это имеет другое влияние. Восхищаюсь им, потому что не каждый может человек уже в 96 лет спрыгнуть с парашюта. Ну, как бы мы даже боимся, а он так силен духом. Был рад увидеть его, познакомиться с ним, услышать его слова, пожелания. Студенты и сами частенько навещают ветеранов. Ребята поделены на отряды, за которыми закреплено шефство над пожилыми лаишевцами. Отряд МЧС бесплатно каждому ветерану установил датчик пожаротушения. Волонтеры занимаются уже тем, что очистка от снега, сходить в магазин. Завершить встречу с молодежью 96-летний десантник решил не словами, песней. Признается, это лучшее средство, чтобы поднять боевой дух. Наталья Мезина, Юлия Гоголева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Лаишевский район. Сегодня в Казани открылись республиканские соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки. В этом году они проходят в память о герое Советского Союза Борисе Кузнецове, который за все 16 лет проведения турнира ни разу его не пропустил. Напомним, ветерана не стало в ноябре прошлого года. Сегодня за звание самого меткого стрелка боролись 50 участников со всего Татарстана. Это юноши и девушки из районных отделений ДОСААФ. В отборочных этапах участвовали 2000 человек. Награждение победителей пройдет в апреле на открытие автопробега в честь празднования Дня Победы. Сегодня открытие Кубка памяти Кузнецова Бориса Кирилловича. Первый год соревнования проходят без его участия. К сожалению, в прошлом году его не стало. Но я думаю, что память жива, мы помним, чтим и ежегодно проводим эти соревнования. Уверен в себе, это не первые мои соревнования. Все нравится, успокаивает стрельба вообще. Соревнования очень замечательные, они нужные. То есть молодое поколение учится производить меткие выстрелы. Это очень радует меня. Да. То есть не все забыто еще. Финал конкурса художественного слова «Татар-СИЗО» прошел 31 участник. Гала-концерт с их участием пройдет в Казани 21 февраля в Международный день родного языка. На конкурс заявились почти 4000 человек. И самому маленькому всего 2 года, самому старшему 96. Напомним, конкурс проводится впервые. Его инициировала комиссия при президенте по сохранению татарского языка. Жюри оценивало актерское мастерство, дикцию, музыкальное оформление и даже реквизит. Год родного языка и народного единства, объявленный в республике, набирает обороты. Города и районы Татарстана присоединяются к мероприятиям, приуроченным к этому событию. Как
подхватили эстафету в Буинске. И какой подарок получили жители, расскажет Светлана Звонарева. Песнями, блинами и явствами встречал гостей многонациональный Буинск. Рядом со вкусными угощениями пища духовная, книги на родном языке и предметы быта. Все атрибуты, чтобы торжественно встретить год родного языка и народного единства. Тут у нас все жильцы. Ранешные фотографии. Очень интересно. Сюрпризом для гостей стала встреча по видеосвязи с Михаилом Туруновским, проживающим в Беларуси, внуком известного военного врача-хирурга, также Михаила Туруновского, который в свое время работал в Буинской ЦРБ. Туруновский-младший тоже яркая личность. Он публицист, писатель, историк, автор книг, сказок, которые переведены и на татарский язык. Бабушка моя была очень толерантным человеком, всегда меня учила, что любой порядочный человек должен всегда с уважением относиться к людям другой конфессии, другого вероисповедания. Не обошлось без подарков от именитого земляка. Это 500 экземпляров книги, в которой гармонично переплетаются разные языки. Особенность этой книги в том, что она как на русском языке, так и на татарском языке. То есть вот это, даже в этой одной книге переплелись языки двух больших культур, двух больших народов, которые проживают на территории нашего Буинского района. А для маленьких буинцев большим подарком стало появление гостей с первого республиканского детского телеканала «Шаян ТВ». Светлана Звонарева, Айрат Насрулов, ТНВ Буинск. Таковы новости Татарстана к этому часу. До встречи. Когда я на татарском говорю, увереннее гордость бьется в сердце. И разум разгоняет сумрак серый уныния. И снова я творю, когда я на татарском говорю. Ренат Харис. В санатории Татнефти проводят квалифицированное лечение после перенесенных вирусных заболеваний, физиотерапевтическое лечение, теплолечение, восстановление адаптации к физическим нагрузкам, современное инновационное оборудование и отличные условия ждут вас в наших санаториях. Подробную информацию вы можете узнать по номеру 38 63 98. Жилой комплекс «Уникум» – это ваше собственное жилье в IT-городе Иннополис от 3 миллионов 900 тысяч рублей. Экологически чистый район с современной развитой инфраструктурой. Детский сад, лицей, университет, горнолыжный комплекс и спортивно-развлекательный центр ждут вас. Осталось меньше 50 квартир. Бронируйте 556 59. Только в феврале в «Лада Канавто» купить новый автомобиль вы можете с ощутимой выгодой и по льготным условиям. Если «Лада», то «Канавто». Звоните и узнавайте подробности. 230 30 30. Набрали кредитов и платите из последних сил? Спишем ваши долги законно. Звони прямо сейчас. 280 06 01. Начни жизнь с чистого листа. Холодильники Хайер со скидкой до 20 тысяч рублей за небольшие внешние дефекты. Язык мой русский снежно-хрусткий. В тебе колокола, сверчки и поскреб квашеной капустки, где алых клюковок зрачки. Евгений Евтушенко. Здравствуйте! Малооблачный антициклон продолжает удерживать морозную погоду в республике, и, судя по всему, это надолго. По данным сервиса Яндекс.Погода, 19 февраля на юго-востоке в Бугульме, Вавлах, Азнакаево будет ясно и холодно, минус 16 днем, без существенных осадков. Малооблачная и морозная погода и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, местами возможен снег. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше небо ясное, но не исключен снег. Температура по-прежнему низкая. Ночью до минус 30, днем солнечные лучи прогреют воздух до 17 градусов ниже нуля. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси возможен снег, мороз не сдает своих позиций, минус 18 днем. Без существенных осадков и в Болгаре, Држаном, Буинске. Тут теплее, чем в других районах республики. Ночью минус 24, днем минус 16. И в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше потепление ожидать пока не приходится. Но днем солнечные лучи, несомненно, поднимут настроение. Суббота будет морозной, ясной и без осадков. Так что одеваемся теплее, бережем себя и своих близких.
И еще одна интересная информация. Избавьтесь от варикоза навсегда. Быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии варикоза нет на Достоевского. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике варикоза нет на Достоевского акция. Скидка на лазерное лечение до 20%. 212 20 40. В пятницу в Казани будет малооблачно, местами небольшой снег. Ночью минус 23, днем 17 градусов ниже нуля. Ветер западный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах сильная гололедица. Будьте предельно осторожны. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.